Приветствую всех, кто присоединился к радио Крым Реали. Для вас работает Эльвина Сидбулаева. И в этом в эфире мы поговорим о роли крымско-татарских женщин в национальном движении. И я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что вы можете нас видеть и слышать на Facebook и YouTube страницах радио Крым Реали. Гость эфира. И наша гостья Диляра Ситвелиева, активистка национального движения крымских татар. Добрый день, Диляра Ханум. Доброго дня, дорогие телерадиослушатели. Добрый день, Леночка. Очень рада видеть и слышать тебя. Диляра Ханум, в годы депортации крымско-татарские женщины стали активными участниками национального движения. Одной из них была и вы. Расскажите, с чего для вас началось национальное движение? Очень трудный вопрос на самом деле, потому что мне кажется, что мы вообще родились в нем, в национальном движении. После депортации крымские татары, с трудом выживая, все равно ежедневно жили только мечтами о том, что когда-то вернуться на родную землю. Все время наши родители говорили, рассказывали о том, как они жили на родной земле, и что народ может сохраниться только вернувшись на родную землю. И поэтому собирались, кучковались, если таким обывательским словом сказать, на всех молебнах, свадьбах, говорили только о Крыме. Поэтому это было нашей основной частью нашей жизни. Это мечта о возвращении на родную землю. И все, что мы делали, было направлено на то, чтобы сохраниться и в конце концов вернуться, чтобы наши дети и внуки жили и росли на родной земле. Диляра Ханум, а когда вот вы учились в школе, как относились преподаватели к вам, зная вашу семью, зная о том, что вашего брата Мустафу Джемилева, лидера крымско-татарского народа, арестовывали и сажали в советские лагеря? Как к вам относились преподаватели, учителя? Я думаю, что мне очень повезло. Мы жили в Гулистане, это далеко в Узбекистане. Это место раньше называлось Голодной степью, а потом было переименовано в Гулистан. Так вот, там было очень много, там жило очень много разных переселенцев, корейцев, казанских татар и вот крымских татар в том числе. И отношение педагогов было удивительно, очень доброжелательное. То есть мы никогда не говорили о своих национальных проблемах, но во всяком случае я никогда не ощущала давления со стороны педагогического коллектива, а всегда только уважение. Но мы, крымские татары, я думаю, большинство из нас, мы очень хорошо знали, что мы представители вот такого изгнанного, угнетаемого народа, и поэтому всегда старались достойно представлять свой народ, понимая, что мы раскиданы везде, и к нашему народу отношения строятся через отношения к нам. Поэтому мы старались быть таковыми, чтобы отношение к народу было самым уважительным и с пониманием. Диляра Ханум, вы в школе была одной из самых отличников, да, хорошо учились и принимали участие в общественной жизни школы, и также вас отправили в Артек. Вам предлагали поехать в Крым тогда. Да. Вы поехали в Крым? Что тогда чувствовали вы? Да, вот эта поездка в Артек была вообще в удивительное время, когда Мустафа Ага находится в заключении, и вдруг в Гулистан, в Сырдарьинскую область, которая только образовалась как новая область, была прислана одна путевка. И эту путевку районный отдел каким-то образом отдал нашей школе. И в нашей школе совершенно демократически собрался педагогический коллектив, оказывается, это потом я узнала, и просто приняли решение дать эту путевку мне. Это было просто удивительно на самом деле, потому что в школе учились дети всех директоров, там зауча, всяких известных людей. И
они каким-то образом, не знаю, насколько это было единогласно, но во всяком случае приняли решение дать эту путевку мне. Но когда я приехала в Артек, э, в это прекрасное место, я была просто потрясена. И вот по своей эмоциональной натуре мне было просто больно смотреть на эту красоту. Если честно, я просто настолько переживала, что мои родители, которые столько пережили, дважды были высланы с этой родной земли и так стремились сюда, они не могут это видеть, и только я это вижу. Я не знала, как это привести с собой, как показать им это, эту красоту, нашу прекрасную родину. Когда мы ехали от Симферополя до туда, в сторону Ялты, до Артека, у меня просто все время глаза были полны слез, потому что я не представляла, как я проведу здесь целый месяц, я проведу, а другие, все мои родные, которые, все близкие, которые хотят видеть эту родину, они этого не видят и неизвестно еще, когда увидят. И сколько времени вы были в Крыму, в Артеке тогда, и что привезли, возможно, из Крыма? Ой, я абсолютно не помню, что я привезла. Это, наверное, какие-нибудь ракушки, лавровый лист, я не знаю, такие только вещи. Но самое главное, это были впечатления. Мне казалось, что я теперь понимаю, почему нас лишили этой земли. Когда я приехала, я не знала, как передать все эти прекрасные картины, пейзажи, все это ощущение, но в то же время ощущение того, что это стало совсем чужим. Я была одна среди, ну, совершенно чужого сообщества там. Диляра Ханум, уже вы вернулись обратно в места депортации, да, и учились в школе. Также во время учебы в школе вы были в Москве, а, принимали участие в московских событиях. В чем заключалась тогда ваша поездка? С кем вы встречались? Возможно, с интеллигенцией, возможно, в Москве. С кем вам довелось увидеться? И что они думали о крымских татарах, о правах крымско-татарского народа, которые нарушались в советское время? Да, это было лето 67-го года, когда инициативные, активные люди, скорее всего, это, наверное, было всесоюзное совещание Крымско-татарского национального движения. Я не знаю, как оно тогда, как эти все инициативные группы назывались, но тогда было принято решение послать большую группу крымских татар, включая и молодежь, которая бы э, постаралась не только добиться приема в высших эшелонах власти, но и постаралась заняться такой, скажем, просветительской деятельностью. Мы ходили, я помню, нас формировали группами и отправляли в редакции разных газет, журналов, где мы встречались с представителями средств массовой информации и говорили им о проблеме крымско-татарского народа, об этом страшном изгнании, о том, что такой депортации подверглись десятки народов бывшего Союза, но сегодня уже стоит задача, наконец, вернуть и крымских татар на родную землю, и что мы будем этого добиваться всеми возможными способами. Тогда вас услышали, Диляра Ханум? Вы знаете, я думаю, что да, потому что вот буквально после, ну, в тот период где-то появилось очень много обращений известных писателей и поэтов Советского Союза к высшему руководству страны с просьбой на самом деле решить проблему крымских татар. Некоторые писатели, некоторые поэты в стихах писали о судьбе крымско-татарского народа. Ну и тогда же произошел прием, по-моему, Георгадзе тогда принимал, я плохо знаю всех этих руководителей, и где, конечно, было обещано, что, конечно, мы будем решать эту проблему, но, к сожалению, 5 сентября того же года, 1967 года, вышел указ о татарах, ранее проживавших в Крыму,
в котором, значит, говорилось, что, что татары, ранее проживавшие в Крыму, конечно, имеют право проживать везде, кроме мест, откуда они были высланы. И, хотя крымские татары восприняли, многие крымские татары восприняли это как, хоть какое-то движение, хоть какое-то продвижение, вернее, в решении национального вопроса, но это был шаг назад, потому что даже само название крымских татар не было указано в этом указе, а нас там называли татарами, ранее проживавшими в Крыму. Диляра Ханум, а во время борьбы и вас лично за возвращение народа на историческую родину вы встречались и, наверное, знакомы с правозащитниками Сахаровой, Григоренко. Как они поддерживали вас, как вы были с ними знакомы? Да, я знала и о Сахарове, и Петре Григорьевиче Григоренко еще раньше, но лично с ними мне удалось познакомиться в 1978 году, когда Мустафа находился где-то в Приморском крае, и пришло сообщение, а мы в это время уже находились в Крыму, в Белогорском районе, в далекой такой деревне, родное называется, и пришла весть о том, что Мустафа в очень тяжелом состоянии и, скорее всего, не выдержит этих последних испытаний. И я тогда, я была беременна на второго своего сына, и мы тогда срочно приняли решение, даже не сообщая родителям, а они тоже уже были в Крыму, они жили в соседней, в другой деревне в 5 километрах от нас. Мы, конечно, очень часто все виделись, общались, в которой они были одни единственные крымские татары. И вот мы приняли решение, меня муж Риза проводил на вокзал, и я поехала в Москву, конечно же, куда? В дом к Петру Григорьевичу Григоренко. Вообще этот дом был единственным местом в Советском Союзе, куда мы могли обратиться за помощью в такие трудные моменты, потому что только они тогда имели связь и с иностранными корреспондентами, имели возможность донести эту страшную боль и трагедию до мирового сообщества и, как мы надеялись, всегда до людей доброй воли, которые тоже заступятся и каким-то образом помогут нам, поддержат нас в этой страшной титанической борьбе за возвращение на родину. И вот когда я приехала туда, в Москву, причем зная только адрес дома, квартиры Петра Григорьевича где-то на Комсомольском проспекте, и придя к ним, оказалось, что дверь была закрыта, их нету, и я не знала, что делать. Я приехала с огромным чемоданом, привезя им какие-то гостинцы, зелень из Крыма, потому что я знаю, что во все времена мой брат Мустафа, когда он находился на свободе, он очень часто посылал им всякие посылки, стараясь как-то поддержать, потому что это были Петр Григорьевич, Андрей Дмитриевич Сахаров и многие-многие правозащитники. Это были очень мужественные люди, которые восставали против этой жуткой системы и боролись за права человека, и в том числе и за права целого народа крымских татар. И вот когда я к ним приехала, дверь оказалась закрытой, я спустилась вниз и сидела на скамеечке, ожидая, когда появятся или нет. А если не появится, мне просто некуда пойти. Тогда еще не было ни мобильных телефонов, ни телефонов вообще. То есть можно было только где-то поискать телефон-автомат и, может, потом дозвониться. Но вскоре я увидела красивого высокого мужчину и рядом с ним очень симпатичную женщину, которые шли под ручку, и я сразу догадалась, что это они. Когда они поднялись на свой этаж, я быстренько поднялась за ними. И как только дверь открылась, вот я хочу сказать просто об этих людях. Как только дверь открылась, это была Зинаида Михайловна, она внимательно посмотрела на меня и тут же сказала: «Сестреночка Мустафы». Она просто, может быть, я похожа. Она сразу догадалась, что это что я сестренка Мустафы. И вот таким образом мы с ними познакомились. И когда уже дальнейшее наше с ними общение
она сразу сказала: "Ой, не волнуйтесь, все нормально, он жив, мы уже все узнали, вот уже и Андрей Дмитриевич, и Петр Григорьевич сделали обращение к мировому сообществу, везде все знают, так что ему не дадут умереть, не беспокойтесь". И вот таким образом я с ними первый раз познакомилась. А потом через некоторое время они пригласили к себе и Андрея Дмитриевича Сахарова, чтобы я могла и ему рассказать теперь уже о наших перипетиях нашей жизни в Крыму, потому что они знали, что мы живем там без прописки, вот в такой ситуации. То есть они подключались и пытались помочь и поддержать в любой ситуации. А Мустафа-ага, я думаю, только благодаря вот такой высокой поддержке и выжил в те самые страшные времена. Диляра Ханум, вы сказали, что уже в 77-м, да, были уже в Крыму. В 75-м году у вас была возможность поехать тогда в Крым. Тогда у вас была молодая семья. Как вы решились, зная о том, что там вас ожидают репрессии? Ну, возможностью это сложно назвать. Мы прекрасно понимали, что, скорее всего, нас ожидают репрессии, потому что, в середине 70-х годов были такие массовые поездки в Крым. Это после репрессий 68-х годов. Это была новая волна подъема национального движения, когда было принято решение, чтобы все, кто имеют такое, ну, кто может, по возможности ехали в Крым вот таким явочным порядком, собственными силами. И там уже в Крыму мы все, поддерживая друг друга, постоянно обращаясь во все структуры государственной власти с требованием прописки, оформления дома и так далее, добивались своего права жить на родной земле. И мы ехали тогда как на передовую линию фронта. Вот мы всегда так себя и ощущали. Когда у меня был первенец, ему было всего 2 месяца, когда мы поехали в Крым. Потому что Реза сразу после женитьбы был в армии, и приехав, вернувшись из армии через год, он решил сразу поехать в Крым. И таким образом мы вот тогда переехали в конце 75-го, в начале 76-го года. Сколько лет вы тогда жили в Крыму? Мы чуть более 3 лет успели прожить. За это время были разные методы репрессий, которые применялись в отношении нашего народа. Вспахивали огороды, отрезали воду и электричество, выселяли сначала, вывозя куда-нибудь в открытое поле крымских татар. Но крымские татары были настолько едины. Я вот даже сейчас пытаюсь себе представить и не могу понять, как мы умудрялись тогда за очень короткое время. Ночью семью выселяли куда-нибудь далеко в степи, а к утру эту семью уже крымские татары на своих машинах, и все вокруг, кто могут, приходили их поддерживать, их опять возвращали в дом, из которого они были выселены. И вот таким образом продолжалась наша жизнь там. Потом был суд, судили как злостных нарушителей паспортного режима, несмотря на то, что мы постоянно только и занимались тем, что требовали решения этого вопроса, прописки нас, оформления дома, который мы приобрели на свои средства. Но этого не делалось, а нас судили как злостных нарушителей. И в конце концов нашим мужьям, двух семей, 2 сестер присудили высылку. Они вынуждены были выехать в Краснодарский край и прописаться там, потому что в случае, если снова кто-нибудь попадется на следующий раз, увидев снова этих людей в Крыму, их просто посадят, как это сделали с Мусой Мамутом и многими людьми, которые в это время пытались устроиться в Крыму. И вот в 1978 году, уже в июне, Муса Мамут подверг себя самосожжению, знак протеста против такого отношения. А в 1979 году, поэтому, когда приехали нас выселять, в апреле 1979 года нас было 3 семьи. Мои
старые родители, которые были одни совсем, в селе Муромское Белогорского района, Карасу-Базарского. Мы жили в 5 километрах от них, и в Зуе жила семья еще моей сестры Гулизар. И все 3 семьи приехали в одно время выселять, точно так, как и в 1944 году. И кроме того, маме, которая дома была совсем одна, к ней приехало 10 разного рода машин, включая автозак, так сказать, воронок тогда маленький, для того, чтобы 1-2 человек можно было везти, и даже пожарная машина, учитывая вот предыдущий опыт с нашим соотечественником, героем Мусой Мамутом. Спасибо вам. Диляра Ситвелиева, активистка национального движения крымских татар, была с нами в эфире. А мы встретимся с вами через несколько секунд. Оставайтесь на радио Крым Реали. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. И мы возвращаемся в эфир радио Крым Реали и говорим о роли крымско-татарских женщин в национальном движении. В местах депортации крымские татары боролись в разной форме. Были и московские события, это 1968-87 года, когда крымские татары выходили на Красную площадь в Москве, и там прошли демонстрации, и люди призывали советское руководство вернуть им родину. Одна из участниц московских событий – это Зуре Умерова, активистка национального движения крымских татар. Добрый день, Зуре Ханум. Зуре Ханум, а расскажите вы, с чего для вас началось национальное движение? Сколько тогда было вам лет? Мне 18 лет было тогда. Мои родители посещали собрание крымских татар, где говорили о том, что существует эта проблема, что нам надо возвращаться на родину. И в нашем городе, в городе Янгиюли в Узбекистане, моя учительница по немецкому языку, тогда Ибубекирова Сафинар Мустафаевна, а ныне Сафинар Джемилева, жена Мустафы Джемилева, лидера крымско-татарского народа, она у меня преподавала немецкий язык. И жили они неподалеку от нас. И вот мои родители ходили на это собрание, а я училась тогда в Ташкентском государственном педагогическом институте на отделении крымско-татарского языка и литературы. Это 25 студентов в одной группе, таких групп 25 было, 5 групп, на каждом курсе по одной группе. Зуре Ханум, а скажите, если вы учились на крымско-татарском факультете, насколько тогда молодежь была активна в национальном движении, как они относились и их участие? Вот лично я, когда с Мустафой Джемилевым познакомилась, и он мне очень много рассказывал, я, конечно, это переживала по-своему, и об этом всем рассказывала своим однокурсникам. Там были у нас еще другие, более активные студенты. И вот мы на тот момент, это были начало 80-х годов, мы подписывали различного рода заявления, письма, тогда петиции писали в ЦК. Потом, по необходимости, если кого-то из наших соотечественников сажали из-за национальных, из-за участия в национальном движении, на адвоката деньги иногда нужно было. Это не постоянно, но иногда мы собирали деньги. Вот у нас полностью студенты все принимали участие и подписывали, и собирали деньги. Мы посещали суды, судебные процессы над нашими соотечественниками. Тоже студенты активно ходили. Потом в Ташкенте, это столица Узбекистана, в других вузах, где обучались студенты крымско-татарской национальности, Таклит был как центром. Мы собирались, мы иногда проводили литературные вечера, иногда
рассказывали об истории, вот такие. Такого плана наши действия были тогда, в те далекие 80-е годы. Зуре Ханум, а скажите, вот ваше участие, активное участие в национальном движении, оно сказалось на вашей учебе? Как преподаватели относились к этому? Ну, лично на мне сказалось. Например, в 1984 году я, будучи студенткой третьего курса, тогда судьи Мустафа Ага Джемилева, это был последний процесс его судебный, мы, много студентов, посещали эти судебные процессы. И я на тот момент была комсоргом группы. И вот, ну, знаете, у нас на факультете был закреплен штатный сотрудник КГБ. Он что здесь творил, все докладывал, а сверху поступали, ну, соответственно, нашим движением приказы. И вот, видимо, поступил приказ меня отчислить из института. И, будучи студенткой третьего курса, меня так поспешно исключили из рядов ВКСМ, но уже на комитете комсомольного института ходатайствовали перед ректоратом университета об отчислении меня из вуза. Ну, конечно, я уже стала защищать свои права. Я в аудитории объявила голодовку. Но на тот момент это Советский Союз, честно сказать, это из ряда вон выходящее событие было. Моя группа вся меня поддержала. Все 25 студентов тоже написали заявление, сдали членские билеты в ВКСМ, объявили голодовку. С курсом постарше к нам присоединились. В общем, мы более 36 человек, около сутки мы в аудитории сидели, голодали. Там много что происходило, эти подробности не буду рассказывать. Но на третьем курсе получилось из-за того, что так однокурсники, ну, мои стали на защиту. Получилось остаться мне в вузе, но на пятом курсе уже тогда был судебный процесс над Ришатом Аблаевым и Синовером Кадыровым. Мы тоже стали ходить на суды, но буквально за несколько месяцев до этого у нас дома был обыск, и там изъяли документы. И это была причиной, девисты приходили к нам в аудиторию, заходили и все требовали, чтобы я осудила эти документы, которые там были. Мы тогда думали, что исключительно, что до меня какие-то претензии. Но мы через несколько дней поняли, что там идет суд, а они нас так задерживали. А что стало с вашей учебой, Зуре Ханум? Вас отчислили, либо вам... Да, на пятом курсе, это был март месяц, меня отчислили, исключили из института. А вы пытались восстановиться на учебу? Ну, знаете, тогда я, честно сказать, и сама не предпринимала таких, например, как на третьем курсе голодовку, потому что я реально осознала, что мои одногруппники не станут, потому что это 5 лет отучиться и без диплома остаться, это рискованно. Я сама это переживала, я очень переживала, как мои родители на это посмотрят. Но, слава Аллаху, они меня поддержали. Когда я пришла домой с однокурсницами, чтобы сказать, что меня отчислили, а уже брат тогда был на судебном заседании, и там уже наши активисты говорили, что меня отчислили. Брат домой приехал, сказал уже об этом. И когда мы зашли в дом, родители меня так подбодрили. Ну, ничего страшного, ты досрочно закончила институт. Так поддержали. Ну, тогда меня отчислили. Это 4 моих однокурсника приходили на факультет, но не заходили в аудиторию, или чтобы меня восстановили. И только потом они тоже зайдут в аудиторию. А что преподаватели говорили, когда вот вы пришли, чтобы восстановиться на учебу? Честно сказать, преподаватели знали, что это за наши политические взгляды, то, что нас так прессует КГБ, и они в аудиторию отдельно заводили меня, беседовали, меня поддерживали.
Но только мне это они говорили. Все будет нормально. Вот, поддерживали, но пойти и сказать в КГБ или в ректорат, что вы делаете с нашими студентами, на это уже духа не хватило. Не хватало у них. Многие студенты, честно. Например, преподаватель зарубежной литературы, она все знала это. Она мне просто автоматом поставила, уже понимала, что... Зурия Ханум, а скажите, а как вот крымско-татарские девушки принимали участие? Чем вы помогали, вы и ваши однокурсницы, да, в национальном движении? Что конкретно вы делали? Татлит, там большая часть девушек обучалась у нас. В каждой группе 2-3, вот там больше, наверное, у нас было 4 парня учились, большей частью девушки. И мы, вот знаете, все нас интересовало, что связано с национальным движением. Например, у нас была такая группа, которая помогала издавать тайно, когда мы это все очень строго конспирировали, потому что, если бы знали, тогда серьезные сроки грозили. Как серьезные? В то время за участие в национальном движении не судили, такой статьи не было. Они находили другие. Меня отчисляли из института, знаете, по каким-то за аморальное поведение. Mm-hmm. Это студентка, которая не пропускала занятия. И прекрасно все знали. Но вот так сказали. И поэтому, наверное, меня преподаватели поддерживали, потому что они прекрасно знали, что здоровый образ жизни веду, не курю, не пью, с парнями не гуляю, занятия не пропускаю. И тогда, в то время, ко всем участникам национального движения другие причины. Кому-то подкладывали литературу, кому-то делали как будто что-то на рабочем месте своровал, там немножко. Зурия Ханум, смотрите, крымские татары в разной форме, да, защищали свои права и также принимали участие в московских событиях. Вы одна из участниц московских событий. Расскажите, как собирались в Москву, с чем выступали, какие были у вас лозунги, как вас Москва встретила тогда? В 1987 году это, вы знаете, действительно, очень часто татары выражали свой протест на Красной площади. Но в 1987 году это было очень организовано. Но в первую очередь тогда Михаил Сергеевич Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. И вот эта его демократическая такая оттепель очень повлияла на нас, и мы решили воспользоваться. И в Ташкенте в апреле месяце в 1987 году было всесоюзное собрание инициативников национального движения. Туда приезжали и из Кубани, и со всего Узбекистана, и из Таджикистана. И тогда это все совместное решение было на начало июля отправлять представителей крымских татар в Москву. С конца июня начали собираться. В начале июля тогда еще мало было нас, около 100 с лишним человек. И мы первый раз вышли на площадь 6 июля. И на нас, когда мы подняли транспаранты, на нас начали кидаться люди. Мы потом поняли, это были гибисты в штатском. И мы, чтобы нас не развезли, мы взяли все друг друга за руки и сели на площадь. Мы сидели на площади, просидели 40 минут, но тогда мы добились своих требований и приняли, конечно, не Горбачев, но тем не менее был первый прием. Были мы в Москве в 1987 году около месяца. Не один раз мы там проводили демонстрации, митинги. И у нас, в общем, один митинг был, знаете, так стихийно он начался у нас. Мы хотели пройти вечером по Красной площади, колонной.
и должны были разойтись по квартирам, а на следующий день собраться. Но нас не пустили на Красную площадь. Мы сели и там просидели всю ночь, а утром нам говорили, что и по телевидению, и в газетах сообщение ТАСС какое-то вышло. Утром мы нашли это, скупили газеты в киосках, прочитали, и это сообщение ТАСС далеко не в нашу пользу было, и там говорилось, что мы сотрудничали. Зурия Ханум, а скажите, какие были последствия уже после демонстрации? После демонстрации нас вылавливали по всей Москве и отправляли по месту прописки практически всех участников. И когда по местам мы уже вернулись, вот это сообщение ТАСС очень на нас, крымских татар, до того оскорбительно показалось. Ну, как-то народ весь на ноги стал. Например, в Ташкенте были большие митинги, на Кубани. И мы когда уже уяснили, что даже с демократическими изменениями власть не собирается решать проблемы крымских татар, мы решили, что все, каждый будем ехать к себе на родину. И этот путь на родину каждый сам решал. Массово начали продаваться дома и ехать в Крым. Покупали за что получится. Знаете, наш народ очень трудолюбивый. Очень трудолюбивый. И наши родители, которые пережили высылку, без ничего которых вывезли своим трудом, и потом они построили дома, большие семьи были, вырастили детей, и вырастили достойных детей, потому что, например, это московское событие 1987 года, я была тогда паспортисткой, меня называли, паспортистка Зоря. Я всех регистрировала, кто приезжал. И вот после того, как уже дома я была, я такой анализ сделала. 80% участников московских акций была молодежь до 30 лет. Зурия Ханум, а как вы можете вот охарактеризовать вклад женщин в национальное движение? Вклад женщин? Молодежь, которая тогда принимала участие. Очень большой вклад. Та рука, которая качает колыбель, она качает мир, строит мир. Этих детей, которые стойкие, которые требуют то, что, не только не для себя, а отстаивают народные интересы. Этих детей вырастила женщина. Потом у нас, например, были такие женщины, которые из-за активного участия в национальном движении это уже судили их, сроки давали. Например, я лично была знакома с Светланой Ахметовой, Зампира Асановой, Гульзар Юнусовой. По 3 года молодая, незамужняя девушка Гульзар Юнусова получила срок только потому, что ее не прописывали в Крыму. Таких девушек, женщин достаточно много у нас. И по сей день женщины, крымские татары и сами, и в семье, в такой атмосфере живут, что если надо за народ, они и под танки пойдут. И это показало, например, события 2014 года. Мы понимали всю серьезность и опасность, и женщины постоянно выходили на дороге и скандировали «Крым, это Украина», требовали свои права. И до сих пор осужденных, которые осудили и дали сейчас серьезные сроки, дают нашим крымским татарам их жены, как они достойно себя ведут, как они за мужей держатся и отстаивают их права.
Это, честно сказать, в истории. Мы когда сами это переживаем, как это нам, конечно, не нравится, но тем не менее мы проявляем красивую терпимость и стараемся человеческое лицо постоянно удерживать. Но это на самом деле тяжело. Но наши женщины живут, и по сей день живут такими проблемами. По сей день для нас, для крымских татар, участие в национальном движении еще не закончилось. Мы еще не видим государственность свою, мы еще не стали хозяевами своей родины. Эта борьба продолжается. И женщины уже если сегодня их и по истории мы знаем, и сегодня мы видим в реалии, женщина самую активную роль принимает. Спасибо вам. Зуре Умерова, активистка национального движения крымских татар. Напомню, она одна из участниц московских событий, и мы в эфире говорим о роли крымско-татарских женщин в национальном движении. Оставайтесь с нами, мы встретимся на радио Крым Реалии через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И мы продолжаем эфир. В этом выпуске мы говорим о роли женщин в национальном движении крымских татар. В годы депортации крымско-татарские женщины стали активными участницами национального движения. Они включались в правозащитные движения, отстаивали права нации, боролись с тоталитаризмом. Вместе с этим и успевали хранить семейные очаги и воспитывать детей. Женщины составляли и документы, и письма, и обращения, распространяли их, и за это их жестко наказывала советская власть, доходила и до различных тюремных сроков. По подсчетам политзаключенного советской эпохи Джиляла Челебиева в 1960-70-х годах 14 крымских татарок были осуждены за участие в борьбе своего народа. Среди них и Хатидже Харидинова, Салиха Усейнова, Яши Сютмюратова, Сусана Джилялова и другие. И к нашему эфиру присоединяется Шефика Концел, она активистка национального движения. Добрый день, Шефика Ханум. Здравствуйте. Шефика Ханум, расскажите, пожалуйста, как вы столкнулись с национальным движением, как это произошло, сколько тогда вам было лет? Дело в том, что от самого рождения, в 7 лет мне было, когда нас выслали, и в доме, как только мы попали в Узбекистан, день и ночь были разговоры, всякие сплетни. Вот скоро в Крым поедем, в Крым, Крым, Крым. И я вот жила с бабушкой, там были подростки мои дяди, и они не покупали ни дом, не строили, потому что всегда ждали, что вот-вот уедем в Крым. Этот разговор ни на миг не прекращался ни в одной крымско-татарской семье. Вот нам не нужно было искать пути. Но на самом деле, конечно, Крымское национальное движение началось с Беговата. Там жил Джектар Акимыч, который... Первые вот эти наши инициативные группы, оригинальные, все эти были составлены, вы знаете, как все по селам, по городам. Это были районные инициативные группы, были городские инициативные и общекрымско-татарские инициативные группы. И руководители этих групп командированные. И мы встречались вместе и решали все насущные проблемы движения, в смысле движения за возвращение крымско-татарского народа в Крым. И мы знали, что ООН, там, я сейчас не могу вспомнить его фамилию, там министр иностранных дел от Украины с украинской фамилией, когда ему задали, а как же с крымскими татарами, он сказал, у нас такой нации нет. И мы должны были все время еще доказывать, что такая нация есть. И что мы где-то
даже по мелочам. Вот когда шли вот эти демонстрации на 7 ноября, на 1 мая, и мы, молодежь, старались сделать что-нибудь так в национальной одежде, чтобы выходили на демонстрации, показывать тем самым, есть такая нация. И потом, когда мы ездили в Москву, одним словом, борьба шла со всеми слоями нации и со всеми слоями партии. Шафика Ханум, Да. ваш супруг тоже был в национальном движении, и вы проводили тайные собрания. Расскажите, как они проходили, как это было, как люди, насколько они активно принимали участие, и как часто проводились такие Дело встречи? в том, что национальные движения именно там тоже были ведущие, как бы руководители. Мустафа Косу продвинули одного из каждого поселок, где мы же проживали близко от завода «Красный двигатель», в котором 8,5 тысяч там только рабочих было. И Мустафа был инженер-конструктор, а народ, зная, что он участник войны с 41 по 47 год, участник обороны Севастополя 41 года, и народ его избрал вот на нашем поселке, где проживали в основном крымские татары вокруг завода «Красный двигатель», и его вызвали вот одним из таких руководителей, который организовывал сбор писем, сбор подписей, сбор подписей под обращение, потом их отправляли. Я помню, как он ночью при закрытых окнах надо было подшивать. И потом эти фотографии снимались, и эти фотографии делали таким в национальном движении, все исторические документы, они перефотографировались, и ведь их нам из Москвы присылали об истории народа. И вот нам с народом вот это такая обширная работа была, и мы все цело были поглощены в такое движение. И вы знаете, не только, в общем, сколько я знаю, Самарканд, и мы еще выезжали, Фергана собирала вот эти общереспубликанские собрания, Ташкент, и мы их навещали, и потом потихонечку у нас немножечко получилось такое, знаете, отмежевание. И у нас поднялось еще молодежное движение. И вы знаете, вы задали вопрос, были ли списки. И список не было. Но так, Самарканд город студентов считался в то еще Но вы время. встречались со студентами, получается, правильно? И общались Получается, с ними? да. Так, знаете, торговый институт был. Тынчеров, допустим, я вот кого помню. Строительный институт. Там была Эльвира Мустафаева. Вот до сих пор я с ними общаюсь. Реза и Азизов. Одним словом, очень отовсюду, от всех институтов, и от СамГУ была, вот, видите, я их уже забывать начинаю. И мы их все поименно помнили. Но обыск у нас был в 1966 году, где-то в октябре, потому что я была на хлопке, как всегда, с работой, со студентами училища музыкального. А во И я время приехала- обыска, скажите, вы сказали по поводу обыска, что искали тогда? Они всегда искали, вот, что они не хотели нас знать как национальное движение для возвращения в Крым. А они хотели знать иностранных каких-то резидентов, что ли. Вы представляете, когда у нас делали обыск из-за того, что я работала в музучилище, и у меня там обнаружили 4-октавный голос и заставили меня поступить. И я работала, а еще вечером училась. И мы купить пианино. И вот представляете, во время обыска нажимаете на клавишу и под клавишей, что могло быть под клавишами. Даже это. И случайно во время обыска Мустафа старые брюки лежали в спинке стула. И они этот
даже эти карманы, и там обнаружили у него такой список, допустим, Бухара, Китап, город, Янгиюль. Ну, там были не сами участники, а с каких поселков, с каких районов присутствовали, допустим, на совещании. Там фамилий не было. И они это все взяли, и когда его вызвали в КГБ, он сказал: я ни один вопрос ваш не буду отвечать. И у нас такая была тактика. Мы никогда не хвалили своих товарищей там. Если мы хвалили кого-то, и они у нас задавали именно по каждому из участников национального движения вопросы, мы, когда они нам про них задавали вопросы, мы говорили: я не знаю. Да, у меня есть, я его знаю, у меня шляпное с ним знакомство. И мы никаких сведений им не давали. Я вот позавчера сидела и вспоминала меня, когда вызвали в КГБ, а это я сейчас уже, кто жил в Узбекистане, в Самарканде, я не знаю, на каком расстоянии. И я не молилась, а читала стихи Умара Хайяма. «Будь весел, не вовек твоя пора, пройдет сегодня, как прошла вчера. И эти чаши лбы вельмож надменных окажутся не сильнее гончара». И правда, они все разрушились, а мы все равно приехали в Крым. Причем при всем нас выселяли без права возвращения. Шафика Ханум, возвращение крымских татар на родину и борьба, она в разной форме была. А также я знаю, что и арестовывали крымско-татарских девушек. Что вам известно, были ли среди них ваши знакомые, может быть, подруги? Я знаю, что Светлана Аметова, мы ее навещали, потом она оттуда быстро вышла. Это Светлана Аметова была, мне где-то, я давала фотографии, она меня навещала у меня на веранде. Вот. Ролан Кадыев, это я забываю, что я всех помню, видите, была Фатима Апте, ее не арестовали, но обыски у нас у всех в домах были. Вот Светлана Аметова из женщин и Айше Сетмуратова, мы ее встречали, когда она выходила оттуда. Так что и все время переписывались. И очень много интересных событий. Вы знаете, у нас есть такая песня, «Söyle beni derdim büyüktür». Не давай мне говорить, у меня очень большое горе. Много знаний, хазам, от и до. Поэтому конкретные вопросы я всегда говорю. Да. Вы также хотелось бы узнать касательно московских событий. Вы там принимали участие, либо вы организовывали? Сколько тогда людей поехали в Москву? Требований их, насколько они были реализованы? Вы знаете, пока я жила в Самарканде, мы только организовывали и отправляли. Давали им удостоверение, собирали на это деньги, знали, сколько на сутки деньги давали, на дорогу, на поезд или автобус. Мы выдавали им деньги. Хотя много было, распространялось, вы знаете это откуда, что деньги берут, себе ковры покупают. Никто теми деньгами, что им мы давали на дорогу, не мог купить ковер. Он мог купить за свои деньги. Одним словом, через все приходилось. И против своих натравливали на своих же. Это тоже было, как всегда. Одним словом, о, Боже мой, сколько ж воспоминаний. Вопросы, пожалуйста, а то я сейчас заговорюсь очень много. Шафика Ханум, хорошо, я вас поняла. А скажите, когда вам удалось впервые вернуться в Крым? Как это было, вспомните? В 1987 году мы продали дом 10 июня.
приехали в Крым, и нас, конечно, нигде не прописали. Но у нас же, как всегда, все связано. У меня, во-первых, Мустафа, участник войны и инвалид второй группы. У него тяжелое ранение было войны, и у него удостоверение было. Нас даже в военкомат, когда мы пришли, Мустафа подал удостоверение. Вы знаете, вот здесь вот сидел молодой такой офицеришка в военкомате в Симферополе. Вот он его удостоверение вот так шлепнул на стол и говорит: а вы даже и не воевали. Мгм. И Мустафа расстроился, хотел показать орден, а я сказала: не надо. Повернулись и пошли. Одним словом, мы в 87 году здесь не могли прописаться, и мы уехали, как всегда. Многие, поверив этому указу, вы знаете, этот пресловутый указ, приехали в Крым, конечно, никого не прописывали, и люди не вернулись в Узбекистан. Они ринулись в ближайшие: Новороссийск, Абинск, Краснодар, кто куда. И поэтому получилось, мне, когда я вернулась через год в Узбекистан, директор спрашивает: шеф Капа, почему вы, что мы вам в Узбекистане не угодили, почему вы нас покинули, уехали в Краснодарский край? Я ему сказала: я не уехала в Краснодарский край от вас, я поехала на свою родину. И мы там не смогли, вот такое вот рассказала, и поэтому остановилась близко. В случае чего я уже шагну и окажусь в Крыму. Шафика Ханум, завершая программу, хотелось бы у вас спросить, как вы могли бы охарактеризовать крымско-татарских девушек, женщин в национальном движении, их роль в национальном движении? Их роли в национальном движении огромные. Начиная с Айше Сетмуратовой. Там же у нас еще Айшапе была, мать Равана Кадыева в Самарканде, в Ташкенте Васия Хаирова. Боже мой, я их сейчас и не смогу вспомнить, но мы все равно друг с другом держим связь. Многие, мне, конечно, уже 83. Тогда я такая, как вы, молодая была. И все равно Крым. И пели мы про Крым, и говорили мы про Крым. И все трибуны использовали, свадебные трибуны, только их звали Крым. И работали среди молодежи, просто рассказывали, как мы должны жить в Крыму, как мы должны Шафика вернуться. Ханум, я знаю, что в народе вас называют соловьем национального движения. Из-за вашего прекрасного голоса вы тогда писали стихи, музыку и песни. Давайте на завершение нам что-нибудь представьте. Спеть я вам, дорогая моя, уже, наверное, не смогу. Ну, прочитайте стихотворение, которое посвящено Вот, я хочу национальному сказать, движению. Я когда ездила в Москву, и там останавливалась в семье дочери Аблаева Энверага. Это был полковник медицины, прошедший всю войну. Это его дочь. И он первым написал обращение Горбачеву, и там он писал, что крымские татары первыми приняли революцию. И на гряде Чатал-Кая написали огромными буквами: «Долой мировую буржуазию». Спасибо. И поэтому я сейчас скажу. Чатал-Кая оказалось это национальное крымско-татарское название Айпетри. И я с тех пор я написал: Чатал-Кая üstüne мен çıkarım, milletimle yurtuna çağırarım. Şatırdasa gökyüzünden taşlar yağsa, gelir kalkım, izlerimi basa. Спасибо вам огромное. Спасибо, Шафика Ханум, активистка национального движения, была с нами в эфире. А мы говорили о роли крымско-татарских женщин в национальном движении. С вами была Эльвина Сидбулаева. Оставайтесь на радио Крым Реалии.